Добрый день! Первым делом гоним лень. На уроке не зевать, а работать и писать. Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Послушайте мою речь, ребята, и определите, что я скажу. Телеурок. Сентябрь – это начало золотой осени. Правильно, ребята, это предложение. Речь состоит из предложений. Давайте на уроке вспомним все, что мы знаем о предложении. Предложение выражает законченную мысль. Предложение, ребята, имеет особую интонацию. В предложении все слова связаны друг с другом. Скажите мне, пожалуйста, из чего состоит предложение? И сформулируйте тему нашего урока. Ну, давайте сначала сделаем разминку с нашим другом. Предложение состоит из слов. Значит, тема нашего урока – молодцы, правильно. Тема нашего урока – слово и предложение единицы речи. На уроке, ребята, мы с вами научимся различать слово и предложение. Предложение сообщает о ком-нибудь или о чем-нибудь, а слова называют все то, что есть в окружающем нас мире. Послушайте стихотворение Ирины Токмаковой «Плим». И скажите, можно ли назвать словом то, что придумал мальчик? Ложка – это ложка. Ложкой суп едят. Кошка – это кошка. У кошки 7 котят. Тряпка – это тряпка. Тряпкой вытру стол. Шапка – это шапка. Оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово «плим». И повторяю снова «плим, плим, плим». Вот прыгает и скачет «плим, плим, плим». И ничего не значит «плим, плим, плим». Да, ребята, «плим» – это не слово. Оно ничего не называет в окружающем нас мире и не имеет никакого значения. Значит, слово – это сочетание звуков, которое имеет значение. Словом можно обозначить все, что нас окружает. Слово можно произнести, услышать и написать. Телеурок. Давайте поиграем. Слова написаны в 2 столбика, и их надо собрать. Слог, глаз, стол, гром, гриб. Вы, ребята, правильно собрали все слова. Молодцы! Теперь вы должны запомнить, как пишутся 2 словарных слова.
сентябрь и огород. Давайте составим предложение со словарными словами сентябрь и огород. Телеурок. Радует полей, огородов и сентябрь дарами людей. Как вы думаете, ребята, это предложение? Конечно же нет, это не предложение. В предложении, ребята, все слова связаны между собой по смыслу. А это просто слова. Попробуем из этих слов составить предложение и связать эти слова по смыслу. Сентябрь радует людей дарами полей и огородов. Молодцы, ребята, мы правильно составили предложение. У нас с вами все получилось. О чем же говорится в этом предложении? В предложении говорится о сентябре. Что говорится о сентябре? Сентябрь радует. Слова «сентябрь радует» выражают законченную мысль и являются главными членами предложения. Они и составляют предложение. Давайте сделаем еще задание. Вместо вопросов вставим пропущенные слова в предложении. Где поспела земляника? Какие внуки собирали? Какие? Что? Я вам подскажу. Пользуйтесь словами для справок. А вот и слова: на грядке, радостные, спелые, ягодки. А теперь посмотрим на правильный ответ. Где на грядке поспела земляника? Какие радостные внуки собирали какие спелые что? Ягодки. Разберем с вами первое предложение. О чем говорится в предложении? О землянике. Что земляника? Это подлежащее. Что говорится о землянике? Земляника что сделала? Поспела. Это сказуемое. Где поспела земляника? На грядке. Мы видим с вами, что все слова в предложении связаны по смыслу и по вопросу. Значит, это предложение. Ребята, предложение все равно, что футбольная команда. В любой команде, ребята, например, в этой же футбольной, есть ее члены, игроки. Каждый игрок на поле играет определенную роль. Например, если убрать вратаря, то команда
пропустит мяч, потому что ворота никто не будет защищать. Так, ребята, и в предложении. На грядке поспела земляника. Если мы уберем слово земляника, то у нас получится на грядке поспела. Нам с вами будет непонятно, что поспело на грядке. А если мы уберем слово поспела, то опять получится неполное предложение. Значит, ребята, в этом предложении главные слова, как мы с вами и сказали, земляника – это подлежащее и сказуемое поспела. От этих двух главных слов зависит смысл предложения. Получается, что в каждом предложении, как и в команде футболистов, есть члены, от которых зависит смысл предложения. А есть такие слова, которые этот смысл просто дополняют. Так слова на грядке дополняют главные слова. Телеурок. Давайте составим с вами алгоритм предложения. Первым шагом находим подлежащее в предложении. Далее находим сказуемое. Находим слова, которые поясняют подлежащее. Задаем вопрос и показываем связь. Находим слова, которые поясняют сказуемое. Задаем вопрос и показываем связь. Находим слова, если есть, которые поясняют второстепенные члены предложения. Задаем вопрос и показываем связь. Предложением называется слово или несколько слов, в которых заключается сообщение, вопрос или побуждение, приказ, просьба, совет. Предложение характеризуется интонационной и смысловой законченностью, то есть представляет собой отдельное высказывание. Интонационная законченность выражается большой паузой в конце предложения. В конце предложения могут стоять точка, восклицательный знак, вопросительный знак. И не забывайте, первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы. Телеурок. Вот и закончился наш урок. На уроке вы узнали, что слово и предложение – это единицы речи. А что такое речь, мы узнаем с вами на следующем уроке. До свидания, ребята!